Погорельцам из Выльгарта Сыктывдинского района сельская администрация предложила жилье из маневренного фонда. 3 февраля у многодетной семьи Бискуп сгорел двухэтажный частный дом. Молодая пара с 3 детьми осталась без вещей и документов. На выбор им предложили комнаты в 2 общежитиях. Но жить там просто невозможно, рассказал глава многодетной семьи. Наша съемочная группа выехала на место. Репортаж Анастасии Тюрниной. Накануне Сергей Бискуп с представителями администрации села посмотрел общежитие предложенного маневренного фонда. В соцсетях написал: «Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Многие, наверное, скажут, радуйся и этому. Но это не условия для жизни 3 детей». Здесь нету горячей воды. Половицы здесь где-то с гвоздями, где-то нет. Люди говорят, что тапочки рвутся. Нету света в коридоре, вы это видели. Висят какие лампочки. Нету пожарных гидрантов, как я скидывал ВКонтакте в своем. То есть, как погорелец, меня это очень сильно волнует, именно пожарная безопасность здания. То есть электрика, проводка, пожаробезопасность и отсутствие какой-то горячей воды. То есть мне предлагают поставить бойлер за свой счет, чтобы была горячая вода. То есть в здании, за которое я буду платить коммунальные услуги. В доме 70% жилья в муниципальной собственности. Эти комнаты и предлагают для временного проживания. В 2018-м был ремонт. На 3-м и 4-м этаже здания проживают и те, кто ожидает переселения из ветхого жилья. Месяц назад сюда поселились другие погорельцы. Скромно, но жить можно, говорят они. Тем более в безвыходной ситуации. Здесь 4 комнаты на выбор, но все же зависит от количества членов семьи. То есть этой семье можно 2 комнаты предложить. 18 квадратных метров, 13 квадратных метров. Кухня, здесь все более-менее чисто. Есть, конечно, говорят, что тут перебои с горячей водой, что она то бывает, то нет, но этот вопрос надо порешать и с управляющей компанией, и с коми-тепловой компанией. Во 2-м общежитии картина похуже. Там больше собственников. Места общего пользования требуют ремонта. Но есть возможность занять комнату в 36 квадратов. Мы пока думаем, мы не знаем. Слава богу, нас соседи пока не выгоняют. Мы в отчаянии. Я не знаю, что сейчас делать. Какую комнату выбрать? 13 мне квадратных метров выбрать или 18? Или в разных концах. Дети будут спать здесь, а я с женой здесь. Я понимаю, что люди живут еще в худших условиях, как мне сейчас сказали в администрации. В худших. Довольствуйтесь тем, что мы вам даем. Пока многодетная семья живет у соседей. Их дом дотла сгорел 3 февраля. На помощь пришли жители республики и других регионов. Погорельцы все же надеются, что неравнодушные люди помогут строительными материалами, и они смогут построить пока что временный дом. Анастасия Тюрина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.